День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. И сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем» в студии Надежды Саханской. Вот о чем расскажем в ближайший час. Сразу несколько федеральных чиновников прибыло в нашу республику на этой неделе. Цель визита – личный контроль в рамках исполнения поручений президента России. Снова пострадали от стихии. Наибольший ущерб паводок нанес Верхоянскому району. Продолжается сбор гуманитарной помощи. Работа без границы государства поможет с переездом ради трудоустройства. Как воспользоваться такой мерой поддержки? Выбор сделан, прием заявок завершен. Приемная кампания в вузы и СУЗы подошла к концу. 3 августа выйдет первый приказ о зачислении. Масс-рестлинг без границ в канадском Калгари. Прошло открытое континентальное первенство по масс-рестлингу. В последний день июля в аэропорту Якутска приземлился самолет председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Нынешняя поездка продолжает практику личного контроля премьера за развитием промышленных и социальных объектов в рамках исполнения поручений президента России. Как прошла рабочая поездка премьер-министра, смотрите далее. С начала июля этого года республиканские СМИ разрывались новостями о том, что в Якутию приедет Михаил Мишустин. Впрочем, новости были самого разного характера, от того, с какой целью он сюда приезжает, до того, в каком ресторане будет ужинать в этот раз. Одно скажу точно. Программа у премьера нашей страны самая, что ни на есть, насыщенная. И одна из точек осмотра – это новейший онкологический диспансер. Это уже второй приезд главы Кабмина в наш регион. В прошлый раз во время рабочего визита в Якутию премьер-министр поддержал необходимость выделения дополнительных средств на завершение строительства онкологического центра в республике. Очевидно, достраивать надо. Пожалуйста, подготовьте тогда документацию. Надеюсь, что у вас все подтверждения экспертизы будут до конца года. И тоже по рассмотрим, попробуем помочь. Обещания сдержаны, и теперь на площади в 26 тысяч квадратных метров расположился новый высокотехнологичный онкологический диспансер, который встретил почетного гостя во всей красе. Вместе с председателем правительства в осмотре диспансера участвовали полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Якутии Айсен Николаев. Гости последовательно обошли все 3 этажа комплекса, пообщались с врачами центра, а также ознакомились с работой лабораторий. Сегодня это один из самых современных центров в стране, оснащен всем диагностическим, лечебным оборудованием, в том числе для проведения уже специализированной химиотерапии. Признают внимание Федерального центра в вопросах здравоохранения и те, кто непосредственно проходит лечение в стенах онкоцентра. Это мы как в сказке находимся. Мы все так ждали. И вот то, что вот новое здание, наши больные, мы здесь приходим как к себе домой. И врачи, и все, весь персонал очень прекрасно нас встречают. И вообще вот мы очень счастливы. Подтверждает это и сам глава Кабмина. Самые добрые, если хотите, восторженные отзывы о качестве медицинского обслуживания, которое здесь есть в Якутии. Еще одна точка на пути рабочего маршрута – квартал труда. При этом премьер-министра поразило количество открытых направлений работы кластера и то, сколько молодых людей вовлечено в отрасль. Мы не хотим останавливаться на территории. Наша будущая территория – это космическая архитектура. Я вас познакомлю с главой Роскосмоса. Спасибо. В ходе встречи с резидентами квартала Мишустин отметил, что к 2030 году долю креативных индустрий в ВВП России нужно довести до 6%. Кроме того, на площадке квартала труда министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков доложил премьер-министру о ходе реализации мастер-планов. В Нерюнгри уже создан новый жилой квартал в рамках мастер-плана. Видите, современный, симпатичный и благоустроен парк культуры. Добавлю, что во время недавней рабочей встречи глава Якутии Айсен Николаев пригласил Владимира Путина на открытие образовательного комплекса «Точка будущего» в Жатае. Президент ответил, что постарается приехать. Так что, возможно, высоких гостей в нашей республике будет больше.
Надежда Саханская, Саргалана Неустроева, Джулустан Иннокентьев, Семен Семенов, Якутск. Посетил нашу республику на этой неделе и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. За это время вице-премьер федерального правительства посетил ряд объектов столицы республики и провел совещание. О результатах этой работы расскажет Саргалана Неустроева. Первое мероприятие в программе визита Трутнева в Якутию решило вопросы не просто регионального, а федерального характера. Речь идет о заседании Президиума правительственной комиссии, в ходе которого было принято решение о выделении дополнительного финансирования на реализацию преимущественно инфраструктурных проектов в регионах Дальнего Востока, в том числе и в Якутии. Далее мы продолжаем работу, связанную с поддержкой инвестиционных проектов. Сегодня около 11 миллиардов рублей направлено на цели строительства инфраструктуры для инвестиционных проектов. Это тоже очень важно, потому что без экономики отдельно социальная среда не развивается. Рассмотрен ряд вопросов и поддержаны, в том числе такие важные, как начало газификации левобережья Вилюя в Верхнеуральском районе. В частности, стало известно, что в следующем году Якутия получит 350 миллионов рублей и 134 миллиона рублей в 2028 году на объекты здравоохранения в Нерюнгри. Затронули и тему строительства Жатайской судоверфи. Ну и вот то, что сегодня поддержан также проект по дальнейшей модернизации, скажем так, инфраструктуры Жатайской судоверфи, это тоже для нас очень значимо. Это значит, что средства будут привлекаться по льготной ставке, которая, конечно же, улучшит экономические показатели. Это очень важно в целом для речного нашего Ленского бассейна, для Северного морского пути. Кстати, о речном бассейне. Разумеется, полпред не мог не посетить самую эпохальную стройку последних нескольких лет – площадок возведения Ленского моста. Как отметил Трутнев, объект считается довольно сложным с точки зрения финансирования. При этом большую часть этих обязательств на себя взяла республика. Самое главное, что работы начались, есть проект, люди работают по его реализации, есть понимание этапов строительства и понимание того, что необходимо сделать до следующего ледохода, чтобы мост уже стоял и можно было дальше продолжать работу. Также полпред оценил работу республики по военно-патриотическому воспитанию. По его мнению, профильные проекты в нашем регионе реализуются в полном объеме. Не забыли и про работу полигона Сулус. Так стало известно, турнир по стрельбе на дальние дистанции пройдет в этом году в новом международном статусе. Сегодня заявились 4 страны. Мы посмотрим, если, скажем, коллеги подтвердят свои заявки, то мы их, конечно, пригласим. Обсуждались вопросы того, чтобы турнир действительно соответствовал статусу международный, чтобы все это было подготовлено как для наших бойцов и спортсменов, так и для наших гостей. И последний, скажем так, анонс. Впервые в Якутии пройдет малый командный турнир по стрельбе для детей в возрасте 16 и 18 лет. Соперниками выступят спортсмены не только из республики, но и из других регионов страны. Саргалана Неустроева, Надежда Саханская, Якутск. Глава Якутска Дмитрий Садовников провел совещание по подготовке к отопительному сезону в Якутске. Мэр заслушал доклады представителей жилищно-коммунального хозяйства, предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищного фонда и объектов социальной сферы по подготовке объектов. Работы проводятся в штатном режиме. На сегодняшний день промыто около 1740 километров водопроводных сетей многоквартирных домов столицы. Также идут ремонтные работы водоснабжающих и канализационных сетей по отдельным объектам. Ну а в селах Верхоянского района, пострадавших от паводка, отопительный сезон начнется раньше срока. Сейчас там активно готовятся к осенне-зимнему периоду и восстанавливают инфраструктуру после стихии. Правительство республики также помогает жителям, организует поставку сена из затопленных угодий, привлекает студенческие строительные отряды для адресной помощи, а детей из сел Суардах и Долгалак отправляют отдыхать в детские учреждения Якутска. Все эти меры реализуют совместно с администрацией района и профильными ведомствами, чтобы как можно быстрее справиться с последствиями паводка.
Продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей республики, которые пострадали от июльского паводка. Наибольший ущерб стихия нанесла Верхоянскому району. В населенных пунктах до сих пор подтопляют жилые дома и дворовые территории. Как якутяне помогают своим землякам, расскажет Диана Антонова. Село Сайды стало одним из первых затопленных поселений Верхоянского района. По словам местных жителей, вода с реки Бытантай пришла так неожиданно, что спасаться пришлось в спешке. В результате многие семьи лишились личных вещей, автомобилей и предметов первой необходимости. Пострадали участки, фермерские хозяйства, огороды и скот. Последний раз эта река выходила в 1978 году, и после этого она вот так вот по-крупному не затапливала. И то, что сумели спасти люди, спасли, но сами только могли спастись, да? Потому что очень-очень быстро это произошло. Паводок также нанес ущерб селам Цуардах, Долгалах, Боронук и городу Верхоянск. Однако земляки пострадавших не остаются в стороне. В Якутске активно собирают гуманитарную и финансовую помощь, а также адресные посылки. Пункт приема работает в ресурсном центре добровольчества республики по улице Орджоникидзе, 10. Кроме того, волонтеры ставят палатки для сбора на рынках города. На сегодняшний день денежными средствами собрано 1 800 000 рублей где-то, да? На собранные от наследников, от жителей республики деньги в основном мы выкупили это помпы, дренажные насосы, это электрообогреватели, это пушки, которые, да, вот сейчас же получается у нас очень короткое лето, вот июль заканчивается, август, остались считанные дни, сейчас людям надо высушиться, да, как-то подготовиться к зиме, это очень сложно. Ситуацию усложняет расположение подтопленных сел, к которым можно добраться только по воздушным путям. В транспортировке собранного гуманитарного груза помогают правительство республики, специальные службы и сами добровольцы. Наших земляков очень много, которые нам постоянно помогают. И в этом и перевозки, и когда вот сортировки, земляки наши помогают. И помогают наши волонтеры городские. У нас доставка идет таким образом, да, что по линии вертолетов МЧС идет отправка до городского поселения Батагай, потом оттуда гумпомощь была доставлена, уже всем нуждающимся раздали, сейчас еще вот собираем тоже. На сегодняшний день в пострадавшие населенные пункты выполнено уже 2 рейса. На следующей неделе в понедельник планируется отправка еще около 3 тонн груза. Тем временем сбор средств продолжается. Диана Антонова, Айлита Махно, Якутск. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Готовность на все 100. В Якутске завершились тактические учения среди пожарно-спасательных групп города. Местом условного происшествия стал строящийся высотный 16-этажный многоквартирный дом в районе Сайсарского округа. Подробности в сюжете далее. По легенде учений, возгорание произошло в условном жилом здании на 8-м этаже в одной из квартир ввиду короткого замыкания. Огонь и дым стремительно распространились на верхние этажи. На вызов незамедлительно выехали спасатели, медики, отряды полиции и пожарные первого пожарно-спасательного отряда. А с прибытием на месте был развернут оперативный штаб, который координировал действия служб. Помимо тушения пожара, одной из главных задач пожарных является спасение пострадавших, которые так или иначе не смогли эвакуироваться с места происшествия. Непосредственно наша задача была боевого участка номер 2 – это спасение и поиск возможных пострадавших с 9 по 16 этаж, а также кровля. Усложняется, конечно, сильной задымленностью на этажах. То есть здесь непосредственно основная задача – это спасение людей с вышестоящих этажей, с этажа горящего непосредственно, а уже второстепенная задача – это тушение пожаров. Но все происходит параллельно спасению. Всего в ходе обыска помещений было спасено 4 человека, 2 из которых были перенесены в безопасное место с помощью носилок. Также был задействован пожарный автоподъемник для эвакуации одного из них с балкона 5-го этажа. Вместе с тем прошла проверка нового приспособления. Так, пожарные, отрезанные огнем в рамках учений, спустились с помощью специального троса «Самоспас». Это самоспас, да, то есть зацепляем за конструкцию несущую.
то какое-то крепление, то есть которое у нас это не стул, не диван. В данный момент это ограждение балкона и спокойно делаем самоспасение. То есть любой пожарный может без посторонней помощи один спокойно спуститься. И высота у него 50 метров. Да, то есть могу с крыши спуститься с этого здания. Сами учения проходят ежеквартально в разных условиях, будь то жилой дом, торговый центр или предприятие, с целью отработки действий с личным составом. Учения прошли на оценку хорошо, спасение провели в полном объеме, разведки поэтажно провели, падали, значит, огнетушащие вещества на вышестоящие этажи. Ну и сегодня отработали именно самоспас, это эвакуация самого пострадавшего именно с помощью устройства самоспасателя. Всего на месте были задействованы значительные силы пожарных формирований, порядка 60 специалистов и 11 единиц техники. Подобные учения позволяют пожарно-спасательным подразделениям всегда быть наготове, имея опыт действий в любой обстановке. Тимур Калмугоров, Элита Махно, Якутск. Безработным и гражданам, которые находятся в поиске работы и состоят на учете в центре занятости, помогают трудоустроиться даже за пределами места проживания. Если для работы необходимо переехать в другой населенный пункт, государство компенсирует часть расходов, а при переезде на постоянное место жительства поддержку могут получить не только сам участник программы, но и члены его семьи. Подробнее в сюжете Лилии Бурцевой. Еще месяц назад Анна Зырянова-Докторова искала работу. Сегодня она уже освоилась на новом месте и успешно выполняет свои обязанности. Раньше девушка жила в Мегино-Кангаласском Улусе. В поисках работы она обратилась в районный центр занятости, где ей предложили принять участие в программе. Благодаря этому Анна переехала в Якутск и получила работу. Для меня была очень полезная данная программа, так как данная программа для меня помогла именно для аренды жилья и для переезда. Я израсходовала материальную поддержку для аренды на первое время. Документы очень простые. Паспорт, договор аренды жилья и чеки при переезде. Программа помогает найти работу не только в пределах своего района, но и в других регионах страны. Тем, кто переезжает на постоянное место жительства, государство предоставляет меры социальной поддержки. Размер выплат рассчитывается индивидуально и зависит от условий переезда. В этом году на реализацию программы из государственного бюджета предусмотрено 395 тысяч рублей. Эти деньги выделяются именно гражданину, во-первых, на переезд, во-вторых, получается на суточные расходы до места, будущего места работы. Расчет на одного человека делается именно из тех условий, откуда данный гражданин, откуда и куда переезжает. Если данный гражданин переезжает, например, с Чурапчинского улуса в город Якутск на постоянное место жительства и работы, то, соответственно, расходы на данного человека будут ниже. А если данный гражданин переезжает с Москвы, либо с Нижнего Новгорода в Якутск, то, соответственно, расходы на этого гражданина будет чуть выше. Программа стимулирования трудовой мобильности действует с 2011 года. В прошлом году 14 человек нашли свое постоянное место работы. Напомним, стать участниками программы могут безработные и граждане, находящиеся в поиске работы. Лилия Бурцева, Екатерина Амосова, Артур Наговицын, Якутск. Завершился прием документов на программы бакалавриата и специалитета в российских вузах. В Северо-Восточный федеральный университет подано более 42 тысяч заявлений по всем уровням высшего образования. При этом документы на поступление подали свыше 9 тысяч абитуриентов. Практически 99% заявлений были направлены в электронном виде через портал госуслуги. В этом году университет предлагает более 4115 бюджетных мест. Уже 3 августа будет опубликован первый приказ о зачислении по особой квоте и целевому обучению, а прием согласий на зачисление продлится до 5 августа. Прием документов в магистратуру продолжается, а все приказы о зачислении планируется выпустить до 29 августа. Если сравнивать с прошлым годом, то у нас в этом году, получается, контингент поступающих увеличился. Это где-то примерно на 6-7%. Основной поток поступающих подал свои документы через госуслуги. В принципе, это показало свою
актуальность, эффективность, удобство для абитуриента, удобство для сотрудников приемной кампании. То есть они могут загружать все свои документы, соответственно, операторы единого окна могут смотреть эти документы, ну и рассматривать, принимать или отклонять эти документы с указанием причины. Впечатления, которые должны быть доступны каждому. Студенты-медики со всей страны помогут людям с ограниченными возможностями здоровья увидеть Якутию во всей красе. Как именно цифровые технологии делают северные маршруты безопасными и комфортными, узнаете в нашем следующем сюжете. На кадрах отрывок из фильма о Якутии. Колоритная девушка в национальном костюме, играющая на хомусе. Именно такой в первую очередь увидели Якутию студенты. Вместе с коллегами из местного медицинского колледжа они презентовали в столице республики уникальный проект – интерактивную карту медицинского и доступного туризма. Помимо цифрового сервиса, команда подготовила серию тематических подкастов, а также лично оценила красоты природы. Однозначно, точно мы не останавливаемся на сегодняшнем моменте. Сайт будет дорабатываться. Очень сложно обработать массив данных, который мы сформировали и пережили в рамках работы в экспедиции. Мы подружились, познакомились с Северо-Восточным университетом поближе, и уже сейчас, после презентации, обсуждали возможные траектории и подпись соглашения с Министерством здравоохранения республики. Интерактивный ресурс призван сделать путешествия по Якутии безопасными для людей с инвалидностью и хроническими заболеваниями. В карту включена информация о доступности маршрутов, расположении медицинских учреждений и специфике помощи в условиях Крайнего Севера. Интерфейс сайта удобен, и в ближайшее время его могут интегрировать в свои ресурсы местные туроператоры. Министерство туризма региона уже заинтересовано в этом. Сейчас мы можем попробовать перезапустить как раз-таки у нас на сайте Go Якутия, интегрировать их проект, если это технически возможно, для того, чтобы ребята в ноябре уже могли бы в Москве представиться с полноценным сайтом, который есть у нас. Если у нас это удастся технически, я буду очень рада, и ребят поддержим, и потому что, как вы видите, что они воспитывают кадры, которые готовы управлять, которые разбираются в медицине и которые могут правительству как раз-таки выделить проблемные сегментарные зоны. Разработка стала ключевым итогом студенческой экспедиции, которая прошла в республике с 22 по 28 июля. Проект реализуется при поддержке программы «Открываем Россию заново» и платформы «Россия – страна возможностей». И ведь кто, если не врачи, лучше всего справится с этой миссией? Вот я сегодня как раз услышала, как будут развиваться данные проекты, и предложила, чтобы все-таки они поучаствовали, наши молодые коллеги из других регионов Российской Федерации поучаствовали в нашем направлении, в нашем проекте «Региональный центр мобильных бригад», чтобы они действительно увидели нашу необъятную республику. Итоговую презентацию проекта проведут на Всероссийской выставке экспедиций в Москве на базе Высшей школы экономики, где он будет подсвечен уже на федеральном уровне. Дарья Краленкова, Станислав Потапов, Якутск. В канадском Калгари прошло открытое континентальное первенство по масс-рестлингу. Турнир объединил спортсменов из Канады, Соединенных Штатов, Бразилии, Индонезии, Ливана и Франции. Поединки выдались зрелищными и напряженными. На кону были места в сборной Северной Америки и путевки на чемпионат мира по масс-рестлингу, который пройдет в этом году в Казани. После мирового первенства сильнейших спортсменов ждут в Якутске на торжествах, посвященных 30-летию Федерации масс-рестлинга Якутии и открытом командном кубке. Открытый чемпионат в этом году особенный был, потому что как отборочный. Победители приедут 5 декабря в Якутск. Сильны были, конечно, и американцы, и канадцы, и другие страны тоже. Одиночки были хорошие ребята. И даже зрителям и спортсменам очень нравится наш вид спорта. Я надеюсь, что в недалеком будущем, если таким путем идти, мы в правильном пути, что войдет, может, олимпийская программа. Такое увидели эту неделю наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. До встречи в эфире.